Имя лучшего костореза страны назовут в Якутске. Сегодня завершает работу 7-й фестиваль косторезного искусства народов России. Более 100 мастеров из 13 регионов представили свои уникальные работы из рога оленя, лося, бивня мамонта и других редких материалов. На церемонии закрытия работает наш корреспондент Саргалана Федорова. Саргалана, расскажи подробнее о фестивале. Приветствую, Кристина. Здесь на выставке представлены уникальные изящные работы от миниатюрных фигурок до больших сюжетных композиций. И каждая из них вызывает восхищение. Жюри предстоит нелегкая задача выбрать самого лучшего из косторезов. Здесь Выставку посетили очень много людей, интерес к фестивалю небывалый. Здесь представители косторезных школ от Архангельска до Камчатки, Бурятии, Монголии и других регионов. И на самом деле они даже не соревнуются, а самое главное – это поделиться опытом и вдохновиться на новые работы. И сейчас рядом со мной участник из Ямало-Ненецкого округа Виктор Ядне. Виктор, расскажите, пожалуйста, что вы почерпнули от фестиваля? Я первый раз сюда приехал, и очень много разнообразных тут, как говорится, форм, течений и философии в кости. И даже, как говорится, маленечко запутался в своих суждениях. Но выставка очень грандиозная, очень интересная. Она решает наше будущее, как мы будем дальше существовать, косторезы России. Поэтому очень важная, очень нужная выставка. Вот. Спасибо, Виктор. А также помимо выставки участники в течение 3 дней прямо на глазах у посетителей вырезали из бивня мамонта уникальные изделия. И сейчас, через несколько минут, объявят имена победителей фестиваля. Кристина. Саргалана, спасибо. На прямой связи со студией была моя коллега Саргалана Федорова.